Selkeä linnanvalikollinen valituksessa. Liikvet junasetkaa alustavana ja linnanvalikollista. Для форумиста пунктица повестки дня день как вам не Виктория Степановна, какие-либо предложения по повестке дня? Замечания? Верности? Специалитами. Честно говоря, пяева фора по шпалу. Как вы сказали? Пяева фора инфинита. Пяева фора инфинита. Мы консолидируем в группе Майнди Аронды и Николая. Итак, отчет хозяйственный год 2020 консолидированной группе города Силами. Татьяна Махлова. Напомню, что мы получили положительное заключение от аудитора, что все действия, что касается бухгалтерского закона, все у нас в рамках закона. Интересно, можно было с ним ознакомиться. Самый главный момент результата деятельности, конечно же, баланс со всеми его приложениями, которые разъясняют, какая цифра из чего получается, и исполнение бюджета. Итак, начну с бюджета, как мы прожили прошлый год. Вот такой результат по бюджету. В течение года 5 литров лады мы занимали и закончили бюджет с объемом 22 миллиона 287 955 евро. Что касается доходов от основной деятельности, конечно, здесь главную роль играет Сурма, и в течение года мы уменьшали по объективным причинам, и все-таки по факту исполнения на 1,7% мы свою уточненную сумму плана выполнили. Земельный налог на 100% выполнен и на 50% регламент. Первый раз в прошлом году мы применили налог на закрытие дорог, и 7741 евро мы получили доход. Доходы от хозяйственной деятельности наших учреждений на 100% выполнены. Что касается государственных денежных средств, конечно, они все перечислены на 100%. Что касается прочих дотаций на 91,8%, здесь план конкретно идет разговор о денежных средствах, которые мы планируем на молоко, овощи и фрукты, исходя из количества детей в садиках и школах, исходя из учебных дней. Но по факту, естественно, эти денежные средства мы получаем со стороны ПРИА несколько меньше, то есть по факту сколько детей было на месяц в том или другом учреждении. Всего дохода от основной деятельности на 1,2% выполнены больше, чем план. Структура дохода от основной деятельности и структура дохода от налогов занимает у нас, составляет 47%, 40,5% это денежные средства со стороны государства, 11,5% хозяйственная деятельность наших учреждений, города в том числе, и небольшой процент это прочие доходы. Расходы основной деятельности. На данном слайде вы видите, это сумма дотаций, которую мы выдали. Важную роль здесь играют дотации, направленные на социальную помощь. Практически весь объем денежных средств, это государственные денежные средства, за исключением суммы, которая идет на нашу социальную программу по защите наших населения, которая аккумулирована из денежных средств городского бюджета. То, что здесь идет выполнение ниже плана, то это логично, то есть те потребности, которые были в прошлом году, мы выполнили, и те деньги, которые мы не тратили, они с определенным значением ушли у нас в бюджет 2021 года. Что касается дотации на деятельность, то в связи с
То есть доходы мы шли с превышением плана, то расходы. Видно, что мы и экономили. Напомню, что в марте месяце, когда начался первый локдаун, городское управление приняло решение о замораживании финансирования денежных средств нашим учреждениям, за исключением персональных расходов и коммунальных платежей. И, естественно, мы какие-то деньги выделяли, если в здании были какие-то аварийные ситуации. Если мы посмотрим структуру расходов основной деятельности по сферам деятельности, самый большой объем денежных средств уходит у нас в сферу образования, свободное время и культура 11,7%, 12% социальная защита, 9,1% это управление и 9,6% это у нас городское хозяйство. По видам финансирования. И если вы обратили внимание, то самые большие денежные средства уходят у нас на персональные расходы. В общем объеме это составляет практически 65%, из них 42% денежные средства из городского бюджета идут на персональные расходы и 23% из государственного бюджета. И хозяйственные расходы как сферы городского хозяйства, так и наших учреждений около 28% и дотация 6,5%. Резервный фонд в течение года мы его увеличивали, и влияние на такую большую сумму использования резервного фонда оказали археологические работы, которые мы по мере того, как работы начали проводиться, выделяли из резервного фонда, и в конце года Министерство культуры частично документировало этот расход. Основной показатель бюджета Coffee-Table Studium, результат основной деятельности, доходы минус расходы. И вы видите, что с левой стороны эта сумма, с которой мы планировали год, и закончили 1 913 000 евро. Наша инвестиционная деятельность. В прошлом году мы выставили на продажу 118 квартир, из которых 62 квартиры были проданы, сумму вы видите, какую мы получили. Что касается выполнения нашей инвестиционной программы, 6 миллионов 299 тысяч, практически 84%, получили дотации 3 миллиона 799 тысяч. Выделили целевое финансирование нашим двум дочерним предприятиям, 10 тысяч это Хайдла на ремонт дороги и 5 тысяч Лебяк, подготовка проекта реновации дамбы на Нижнем водохранилище. Получили в виде интересов доход 12 тысяч и заплатили интересы нашим кредитным учреждениям. Здесь мы смотрим процент 94, но мы просто не уточняли план, потому что берегли деньги для того, чтобы заключить договор кредитный и если недостаточно заплатить. Еще раз наша инвестиционная программа, какой объем был план и факт. И по направлению денежных средств наша инвестиционная программа, самый большой объем денежных средств ушел у нас городское хозяйство, и вы видите 6 миллионов 46 тысяч, где дороги составили 2 миллиона 815 тысяч и променад 3 миллиона 48 тысяч. Аренда. Здесь в основном денежные средства по Минополь, подготовка проекта и небольшие суммы ушли у нас свободное время культура. Структура доходов, которые пошли у нас на реализацию инвестиционной нашей программы, 60% составляет дотация, то есть помощь внешняя, около 26% кредиты, с которыми, естественно, мы не могли обойтись, и около 14% это денежные средства городского бюджета. Если по 3 годам смотреть, как ситуация складывалась с дотацией и гражданскими денежными средствами, то 2020 год, он сразу было видно и по тем суммам инвестиций, инвестиционных расходов, которые мы вложили. И, конечно, мы видим, что и дотация в сравнении с предыдущими годами достаточно серьезная была в 2020 году. Ну, конечно, мы сделали достаточно много объектов, много денег положили вот именно в сферу городского хозяйства, то есть улучшая жизненную городскую среду. Но без кредита мы не могли обойтись. И если мы смотрим нашу финансовую деятельность, то вы видите, что мы какую сумму взяли кредита. Но в начале года 2020 сумма кредита составляла 2,5 миллиона. По мере того, как выполнялась наша инвестиционная программа, как складывались у нас финансовые взаимоотношения
дополнительных работ мы смогли уже в осенний период уточнить необходимую нам сумму кредита. Мы ее уменьшили 1 128 140. Что касается наших обязательств в части основной части платежа нашим кредитным учреждениям, мы выполнили их на 100%. На конец 2020 года наша кредитная нагрузка составляет 6 234 321 евро. Вы видите, каким кредитным учреждениям, какие объемы денежных средств мы должны. Один договор с Санкт-Банком у нас закончился, и, конечно, самая большая сумма пока это КИК мы должны. Но нужно сразу отметить, несмотря на первый взгляд кажущуюся большую сумму наших кредитных обязательств, мы выполняем все условия договора, и наша кредитная нагрузка по 2020 году без учета суммы переходящих денежных средств на 2021 год составляет 36%. Если мы те деньги, которые не использовали, которые также идут в виде дохода, то это 15%. Напомню, что с прошлого года, 2020-го, государство приняло решение до 2024 года увеличить границу возможности взятия кредитов. Если раньше это было 60% от основной суммы доходов основной деятельности, то сегодня это 80%, и поэтому если мы говорим 80, у нас 36, то есть мы сегодня в той ситуации, когда мы имеем возможность брать кредиты, и государство стимулирует этим своим действием города для того, чтобы они брали кредиты, вкладывали эти денежные средства в улучшение городской среды. Ни в коем случае говорится о том, чтобы эти деньги не шли на приобретение, а именно способствовали тому, чтобы давать людям работу и таким образом оживлять экономику государства. Если мы еще раз вернемся к Турумаксу, на данном слайде представлено у нас количество налогоплательщиков, которых мы получаем наш подоходный налог. И коричневая линия – это у нас 2020 год, и, в общем-то, изменение количества налогоплательщиков идет точно так же, как у нас объявлялись локдауны в весенний период, летом все выходили на работу, и в зимний период опять мы вошли в локдаун. И 2021 год вы тоже видите, в общем-то, повторение этой истории. Если мы обратим внимание на официально зарегистрированных безработных, то видно, что зеленая кривая 2020 год, она выше, чем 19, ну и, к сожалению, 21 тоже идет повыше, чем уже 20. Еще раз про Турумакс. Вот с таким объемом мы начинали год, уточнили бюджет, выполнили. И здесь, наверное, важно сказать, что в отношении к 2020 году мы потеряли темп прироста поступления этого вида доходов по объективным причинам, понятно. И если мы смотрим конкретно по 3 годам сравнения, на 2017-2019 годы мы шли с хорошим темпом, мы прибавляли каждый год поступление подоходного налога, и 2020 год, к сожалению, мы ушли в минус. Всего дохода от налогов, но поскольку Турумакс играет здесь главную роль, в общем-то, проценты зависят в первую очередь от поступления подоходного налога. Доходы от хозяйственной деятельности учреждений на 6% больше, чем это было в прошлом году. Несмотря на то, что мы отменяли в прошлом году вклад родителей за посещение детских садов, отменяли за кружки, но когда заканчивались локдауны, денежные средства восстанавливались, количество детей в кружках с нового учебного года увеличилось, мы приняли новые распоряжения по стоимости оплаты за кружки. И надо сказать, что еще здесь, конечно, играет важную роль расчеты с другими городами за детей, которые обучаются в наших школах или посещают наши детские сады. То есть это тоже для нас идет как доход. Со стороны государства целевые денежные средства на 3% больше, чем в прошлом году. И нужно напомнить, что в 2020 году государство своим дополнительным бюджетом городам выделило дополнительные денежные средства для стабилизации доходной базы бюджета
и что, в общем-то, немножко смягчило ситуацию с поступлением подоходного налога. Прочие доходы. Здесь идет у нас 2020 год с хорошим перевыполнением, хотя сумма не так велика. Но здесь нужно отметить, что мы в прошлом году получили по наследному производству 41 083 евро. И доходы основной деятельности по 3 годам. И вы видите, что 2020 год на 1,2%, совсем немножко, эта сумма больше, чем 2019 год. Персональные расходы. Ну, здесь тоже понятно, 18-19 годы по заданию депутатов городского собрания мы планировали и делали повышение персональных расходов в наших учреждениях. В 2020 году, конечно, мы это сделать не могли, и 2% это денежные средства, которые поступают из госбюджета, это наш лотус и СЮГИС. В СЮГИСе новая услуга была открыта. Лотус – это деньги, которые государство перечисляет на содержание детей, в том числе и на персональные расходы. С каждым годом сумма увеличивается. Хозяйственные расходы практически на 2% побольше. Дотации, которые мы сдавали, уже часть я уже говорила, что социальные дотации целевым назначением ушли у нас в бюджет 2021 года, а все дотации на деятельность мы и сокращали, когда принимали ЕСР, сокращая расходную базу бюджета, и просто не проводили те мероприятия, которые мы датируем, это спорт, и интервью и так далее. Расходы образования в 2020 году на 2% больше, чем в предыдущем году. Здесь продлились детские сады и школы, вы видите, как увеличиваются суммы. Свободное время культуры на 6% поменьше. Опять влияние оказывает локдаун, мы заморозили денежные средства и также невостребованность части некоторых денежных средств. Следующее у нас идет социальная защита, и если мы смотрим учреждения, то мы видим, что денежные средства растут, и вообще в сферу социальной помощи на 3% денежных средств ушло больше, но в первую очередь это за счет денежных средств государственного бюджета. Городское хозяйство на 2% больше, чем в прошлом году, в разрезе хозяйства, окружающая среда и жилищно-коммунальное хозяйство. Управление также на 2% побольше, но здесь представлены Ирина Малякова, Лена Валикова, Рама Купитанина, но помимо указанных здесь видов расходов есть еще у нас проекты развития денежных средств, проекты по работе с безработными и малым предпринимательством, резервный фонд. И всего расходы основной деятельности на 1% побольше, чем это было в 2019 году. Общий объем бюджета на 19% больше 2019 года, но влияние в первую очередь, скажем даже не в первую очередь, а в основном влияние на увеличение суммы общего объема бюджета оказывает наша инвестиционная программа с ее большим объемом денежных средств и ничто другое. Наши 3 дочерние предприятия, которые входят у нас в консолидированную группу, двойная бригада, закончили год с положительным результатом 71 311. Акционерное общество «Некислоняя», и за последние годы, пусть с небольшим, но положительным результатом, вместе закончили 2020 год. И больница также сработала с положительным результатом 58 328 евро. И дальше мы переходим уже к нумеруарному результату от деятельности. Цифры вы видите, я их повторять не буду. И если мы смотрим, в данном случае цифры указаны уже в 1000 евро, и мы видим 20 год, 19 можно сравнивать, и первый столбик это идет консолидированно, и Серый Кульгас и Навалисов, в том числе то есть городские учреждения. И доходы от деятельности 25 432 евро. Мы видим, из чего они складываются. Доходы от налогов, доходы от хозяйственной деятельности, полученных дотации и прочие доходы. Расходы от деятельности 22 843 тысячи. Выдаваемая дотация, расходы на рабочую силу, хозяйственные расходы. Но, наверное, важный момент на этом слайде – это ТХВАРа амортизацион.
3 миллиона 591 тысяча. Если мы сравниваем с 2020 годом, вы видите, что с 2019 годом видно, что сумма достаточно выросла, и это зависит от того, что мы в 2020 году много вкладывали денежных средств в инвестиционную программу, брали на учет новые элементы, то есть объем у нас увеличился, параллельно с этим увеличивается и амортизация. И Т+Н 2 миллиона 589 тысяч, рядом мы видим, сколько составляют городские учреждения, и финансовые доходы и расходы. Мы заплатили интересы, получили, в данном случае, если мы смотрим город, вот 12 тысяч евро, это интересы, которые Веридар заплатил нам в соответствии с договором 2017 года, когда мы передавали целевое финансирование. И результат деятельности, тоже важный момент, в годовом отчете 2 миллиона 550 тысяч это консолидированные группы, и город 2 миллиона 950 тысяч. И баланс, наверное, покажу самые основные. Ну, баланс – это актив и пассив, они, естественно, равны друг другу. И общий объем баланса консолидированной группы 50 миллионов 454 тысячи, и доля городских учреждений 37 миллионов 451 тысяча. И актив у нас состоит из оборотного имущества, деньги 5 миллионов 198, деньги, которые у нас на счетах, это консолидированная группа, и у города рядом вы видите сумму, тоже идет небольшое увеличение с 2012 годом, но влияние на это оказывает то, что в прошлом году мы получили со стороны государства через разных министерий, на ковидные деньги, у нас были целевым назначением 179 тысяч отложено на перекрестках Павлова Чекет. Так, следующее, ну, наверное, каждую строчку я не буду говорить. Следующее у нас идет 175 тысяч, это целевой капитал нашей больницы, миллион 30 тысяч, это акционерный капитал МЕКИ и Веридар, 1 840 тысяч, это мы ожидаем эти денежные средства от Веридар, опять согласно договору 2017 года. Следующая строчка, это идет Генесвара инвестиции, вот это остаточная стоимость того имущества, которым мы сами не пользуемся, отдаем в аренду, и остаточная сумма стоимости основного имущества 43 миллиона 40 тысяч, рядом вы видите город, не основное имущество 17 тысяч, здесь у нас идет остаточная стоимость, что касается города, капитальной карты, и у Веридар 16 тысяч, это система геоинфосистем. Если мы смотрим пассив, то, естественно, как я уже сказала, он равен активу 50 миллионов 454 тысячи, краткосрочные обязательства, которые входят у нас долги поставщикам услуг, долги работникам, прочие обязательства. Что касается лайна опуска, то 801 тысяча город – это та сумма, которую мы, кредитные денежные средства, которые мы в 2021 году будем отдавать. Небольшая сумма 27 тысяч – это увеличение обязательства по кредиту. И долгосрочные обязательства, здесь мы видим уже сумму гораздо больше, то есть это сумма, которую мы будем отдавать уже после 2021 года по всем остальным годам. Кассовый резерв 55 тысяч, аккумулированный результат предыдущих лет 37 миллионов 984 тысячи и результат от деятельности 2 миллиона 550 тысяч евро. Вот на этом, наверное, я закончу свой доклад и скажу, что несмотря на то, что год был достаточно сложный для нашего города, как, впрочем, и для всех городов, на мой взгляд, мы смогли достаточно достойно выйти из этой ситуации, вовремя применить все действия, которые мы сделали. О всех действиях мы докладывали вам на городском собрании. Долгов у нас
возможности сохранили дотацию наших НТЮ, спортивных клубов. Конечно, учреждения хотели бы делать текущие ремонты, приобретать новые какие-то элементы, мебель, игрушки и так далее, и так далее. Но здесь я тоже хочу сказать, что люди писали необиженно со стороны государства в течение года остались министериум, они получали достаточно хорошие денежные средства, которые могли направить на издевательницы, на учебные средства и так далее. Ну, наверное, все, больше не буду говорить. Спасибо. Спасибо вам, Татьяна. Уважаемые, вопросы, пожалуйста, к докладчику. Пожалуйста, Гульнара. Татьяна, вы там в докладе упомянули о продаже квартир муниципальных, которые выставлены. Скажите, пожалуйста, какая сумма? Сумму вы говорили, сказали количество квартир. Это первый вопрос. А второй можно сразу? Да, давайте. Второй вопрос. Эти средства, они будут каким-то целевым способом использоваться, опять возвращая на реновацию жилья или еще как-то, или они будут эти деньгами оплачены здесь текущие расходы? Ну, вот сумма всего 10 продаж, вот это 135 470 районов. Это вот, да, мы получили, и еще часть квартир уже в этом году тоже еще мы прошли, началось еще. Что касается, у нас не было в прошлом году, получается, денежной цели, определенного значения направлять их, ну, я не знаю, на ремонт жилого фонда или еще куда-то. То есть эти денежные средства, если мы даже не уточняли бюджет, если план у нас стоит 56, а мы один раз только увеличили план, мы эти денежные средства, зная, что 2021 год будет очень сложный по доходам, а инвестиционная программа была на 2021 год достаточно велика, около 11 миллионов, и мы полагали, что эти деньги, которые у нас перешли переходящим остатком на 2021 год, наверное, все-таки большая часть пошли на выполнение инвестиционной программы 2021 года. Еще, уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, есть еще два заявленных содокладчика, председатель двух комиссий, финансовой и ревизионной, пожалуйста, в порядке, я не знаю, Валерий, давайте с вас начнем. На финансовой комиссии мы рассмотрели исполнение бюджета. Естественно, несмотря на то, что год был такой сложный, ковидный, тяжелый, тем не менее бюджет выглядит очень хорошо, цифры говорят сами за себя. Я думаю, любое самоуправление страны может позавидовать в этом плане, нам есть чем гордиться. Несмотря на то, что доходы, естественно, снизились, доходная база, но тем не менее от государства мы получили достаточно приличные деньги. Вспомнило государство, что есть такой город Новгородский, столица ЛНР. Значит, поток денежный значительно увеличился, и поэтому у нас инвестиционная программа наша выросла в несколько раз по сравнению с 2019 годом. Вот. Очень все было хорошо, и все наши финансовые дочерние предприятия тоже закончили год положительно. Это говорит о том, что они крепко стоят на ногах и выполняют свои функции. Вот поэтому я финансовую комиссию, естественно, одобрила бюджет, исполнение бюджета, и рекомендую городскому собранию тоже его одобрить. Спасибо. Уважаемые коллеги, напоминаю вам всем, что также приложено мнение председательного аудитора, положительное мнение относительно консолидированного отчета. Сейчас я располагаю. Уважаемый член городского собрания, представляю вам мнение ревизионной комиссии по отчету экономической деятельности города Самары за 2020 год. Ревизионная комиссия считает, что отчет о хозяйственной деятельности города за 2020 год составлен в соответствии с законом о бухгалтерском учете и о законом о финансовом руководстве единиц местного самоуправления. Денежные средства из бюджета на протяжении года были использованы направленно и на основании утвержденного бюджета. Выполнение бюджета со стороны Рахмус Асакон, при выполнении бюджета Рахмус Асакон городского управления руководствовал своей деятельностью решениями городского собрания. Также в расчет было взято мнение аудитора положительное, и на основании этого ревизионная комиссия пришла к выводу, что отчет за 2020 год города силами составлен верно, и он верно отражает
Владимир Ильич. Итак, уважаемые коллеги, все докладчики свое мнение высказали. Пожалуйста, еще есть возможность задать вопросы, сделать соответствующие замечания. Не вижу. Таким образом, ставлю на голосование решение городского собрания. Кто за то, чтобы утвердить хозяйственный отчет консолидированной группы города Силомей за 2020 год? Прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Кто за, кто против? Ладно. Ярополитов. Сдерживаемся. Итак, пункт номер 2. Разрешение на признание предложения по поставке успешным и заключение договора о поставке. Это касается общей планировки. Пожалуйста. Докладчик у нас стоит Алексей Степанов. Алексей Александрович, пожалуйста. Уважаемые депутаты, Госсобрание давало правильное разрешение провести поставку на изготовление общей планировки и определили предположительную стоимость 100 000 евро без налога. Провели поставку, получили 20 новых предложения, и лучшее предложение, как по деньгам, так и по структуре, сделала фирма Скефа Пухкин. Их ценовое предложение 122 000 без налога или 146 400 с налогом. Мы превысили предположительную стоимость, поэтому мы вынуждены выносить вопрос на решение Госсобрания. Поэтому право просит полномочия на признание успешным данного клиента и на заключение с ним договора. И если такое решение принимается, то срок составления общей планировки определен как 3 года с момента заключения договора. Общая планировка обновлять надо, поэтому просим вашего разрешения. Спасибо. Так, пожалуйста, Брюна. Алексей, вот, общая планировка 2002 года делалась Шурминым. Как я помню, да? Значит, он это делал в рабочее время, и никакие иногородние специалисты, как я понимаю, туда не привлекались. То есть это делалось в рабочее время за счет бюджетной зарплаты, за счет зарплаты специалиста. А общая планировка нужна, это 100%. Но почему такие деньги и почему специалисты городского управления сейчас как бы отключены от этой общей планировки, почему это как бы дополнительная нагрузка делается за ту работу, которая должна делаться чиновниками городского управления в рабочее время за их оклад. В то время, когда общая планировка города составлялась, устанавливалась, были другие требования к составлению. Сейчас параллельно с общей планировкой идет составление оценки стратегического влияния на окружающую среду, что также требует компетенции не только в сфере городского планирования, архитектуры, но и этих вопросов. И если говорить о рабочих обязанностях, то всю поставку, исходные ожидания, исходные принципы готовил архитектор-планировщик городского управления. Соответственно, он же будет плотно сотрудничать с фирмой, которая будет, если будет выбрана, будет готовить нам эти отчеты. И что касается предположительной стоимости, то мы смотрели ситуацию на рынке, там были как за меньшие, так и за большие деньги аналогичные работы выполнены. Мы тогда взяли нечто среднее за основу. Но вот это нечто среднее не совсем попало, да, в сегодняшнюю ситуацию, но, по крайней мере, намного двигается. Можно еще? Простите, Гульнара, Просто это уточнение, что на самом деле в 2002 году, когда составляли общую планировку, там участвовало 3 фирмы. И там один часть этой работы еще, это же оценка влияния, или стратегическая оценка влияния на окружающую среду, что может делать только один специалист, кто внесен там и лицензированный. И тоже это требование для планировщика тоже, что у него должен быть там лучше еще. Так что это неправда, что в втором году на самом деле тоже закатали эту работу, 3 фирмы участвовали, платили, и так что сейчас придется это делать. Елена Николаевна, можно мне еще я правильно вас поняла, что сейчас компетенции чиновников городского управления не хватает на то, чтобы составить планировку? Третий вопрос к этому. Нет, уважаемые коллеги, я хочу сказать, речь не идет. В 2002 году Шурмин полностью детальную планировку, Не общую делал. планировку не делал. Мы Никогда. также нанимали фирмы. А какова стоимость стоит? Ну, вы сейчас вот задаете вопрос 2002 года. Неужели я сейчас по памяти вспомню? Можно вспомнить.
Шурмин был координатором, и сейчас специалисты городского управления будут координаторами этого процесса. Не делал Шурмин, не сидел и не писал. Это 100-страничный текст. Так, уважаемые коллеги, еще вопросы Алексею Александровичу? Замечания? Если нет, тогда, уважаемые, возвращаемся к проекту решения. Кто за то, чтобы разрешить городскому управлению признать результаты господставки успешно и заключить соответствующий договор, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Аэрополит Петрюна, решение принято. Итак, третий пункт повестки дня – ходатайство о финансовой поддержке деятельности местных самоуправлений, связанной с инвестициями, сносом или ремонтными работами в период чрезвычайного положения. Докладчики Алексей Степанов и Евгений Колдов. Пожалуйста, кто из вас? Уважаемые депутаты, как и в прошлом году, государство решило поддержать местное самоуправление, чтобы лучше справиться с коронавирусом. Немного меньшем объеме, чем это было в прошлом году. В прошлом году город Силомяя получил 690 тысяч на такие нужды. В этом году максимальная сумма поддержки 291 тысяча евро. Но, тем не менее, одной из отличительных особенностей по сравнению с прошлым годом это то, что теперь мы можем эти деньги использовать не только на какие-то новые инвестиции, но и на уже запланированные инвестиции. Посмотрев нашу инвестиционную программу и посмотрев источники покрытия, мы пришли к выводу, что реконструкция улицы Рада, первый этап, как раз является таким большим инвестиционным проектом, который не получает поддержку извне, и вот эти государственные деньги будут совсем не лишними, чтобы реализовывать данный проект. Поэтому, когда выбор был сделан, мы проконсультировались с Министерством финансов, они поддержали наш проект, поэтому мы можем предложить городскому собранию и предлагаем именно этот проект представить Министерству финансов на получение этой конечно помощи 291 тысяча евро. И одним из новых условий является то, что договор должен быть уже заключен. Если в прошлом году мы принимали решение и не требовалось заключенных договоров по тем проектам, которые тогда собрание утверждало на финансирование, то в этом году условие, что был заключен конкретно. Поэтому такое условие мы в проект решения поддержали и предлагаем городскому собранию данный вопрос. Коллеги, задавайте вопросы, пожалуйста. Замечания? Не вижу. Тогда возвращаемся к проекту решения. Кто за то, чтобы направить эти деньги на ремонт улицы Равна и заключить соответствующий договор в соответствии с представленными суммами? Прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Решение принято. Так, договора явно не будет. Так, следующий пункт повестки дня – это представление ходатайства по проекту создания тематического парка таинственного города. Эти кандидаты Алексей Степанов и Антон Макарев. Уважаемые депутаты, мы готовим большой проект по созданию туристического объекта на базе территории Соломянского музея. И такая возможность у города появилась благодаря тому, что Союз самоуправления Довирума выбрал наш проект как единственное уезд Довиру в данную программу, поскольку уезд может подать только один проект. И мы свой проект защищали, консультировались о его реализуемости у спонсоров, нас поддержали, поэтому мы такое право получили. Должны к 15 июля такой проект подготовить и подать. Понятно, что проект достаточно большой, и мы ожидаем, что он примерно 1 200 000 будет его стоимость, из которых 15% минимум должен вложить город. По годам мы распределили, что 22 год это 100 тысяч, 23 будет 80 тысяч евро своя доля. Остальные средства мы планируем получить из фонда. И в таком случае мы будем создавать тематический парк. Он как раз находится в нашей исторической застройке. Часто мы слышим, что у нас город-музей. Это компактная сохранившаяся архитектура, такой высокой в принципе нет. И такой тематический парк мы могли бы развить. За основу мы взяли проект благоустройства территории музея, который был разработан достаточно давно. Но помимо этого проекта мы должны также будем создать план экспозиции, то есть то, что мы там будем предлагать туристам,
Ну и еще надо думать о предоставлении других услуг, как виртуальная реальность, чтобы эта компактность могла быть как-то расширена посредством современных технологий. И предпосылки для этого у нас создаются весьма хорошие, то есть у нас реновирован бульвар Мэрия, построен променад, мы планируем яхтенный порт строить и продолжать променад. То есть сама эта старая часть города становится более привлекательной. И когда студенческий парк может быть этими кульминацией по очень серьезным объектам притяжения старой части города. И более, наверное, подробно об этом проекте, когда расскажет Антон Макарев, он у нас в основном занимается подготовкой этого проекта, у нас есть рабочая группа, там заказан ряд документов, созданы лицом. Добрый вечер, уважаемые депутаты. Основную информацию Алексей уже рассказал по поводу этого проекта. Смысл его заключается в том, что мы готовим проект программу ПКТ, это программа повышения конкурентоспособности регионов. Даже тот же самый фонд, с которого финансировалось наш город для строительства Приморского бульвара и строительства променада. То есть условия примерно похожие. Основная задача программы проекта — это создание нового туристического объекта, который подчеркивает особенности этого места, создает новую туристическую, скажем, услугу и впечатление. И в данном случае город Филомена со своей историей, со своей особенностью закрытого города очень хорошо подходит под эту программу. Давно очень у меня задавался вопрос, каким образом реализовать давно лежащий на полке проект реконструкции и благоустройства территории вокруг музея. И когда мы предложили эту идею фонду, они сказали, что нужно ее развить. Поэтому родилась именно идея создания данного туристического полноценного объекта. Помимо реконструкции территории планируется также создать комплекс различных услуг и впечатлений для туристов. В том числе это подчеркивание атмосферы и воссоздание определенного духа 50-х годов. Также подробнее рассказать и подчеркнуть историю этого советского закрытости и атомной промышленности, то, чего в Эстонии в принципе не больше не встретишь. То есть это наша особенность, на которую необходимо, скажем, как на истории уже всей, необходимо играть для туристов и их привлекать сюда. Также планируется привлечь местную фирму Blu-ray, например, либо кого-то другого, чтобы создать уже более современные какие-то интерактивные точки знакомления с историей, в том числе через виртуальные очки или реальность, создать возможности для какой-то деятельности для детей, проводить различные мероприятия тематические на территории музея и привлекать местных предпринимателей, в том числе соседние кафешки, различные к деятельности этого туристического парка. На сегодня у нас есть готовый строительный проект, также предпосылки есть все, в том числе и собственники этой земли является город. Проведена уже экспертиза строительного проекта, сегодня-завтра должны получить результаты и новую смету. Также уже был составлен и нам передан анализ социально-экономического влияния и финансовый анализ этого проекта, то, что необходимо в обязательном порядке приложить. Необходимо будет также разработать еще план экспозиции музея, где что будет находиться, какие услуги новые предоставляются, все это дело подробно расписать. Точно сейчас музей рабочей группы этим занимается, завтра продолжим. Если говорить о бюджете этого проекта, приблизительная стоимость сейчас составляет 1 200 000, выше которой мы сейчас уже подавать проект не будем. Если говорить о стоимости благоустройства территории, то это 630 000 в 2013 году. Соответственно, сейчас фирма пересчитает эту смету, будет знать примерно по нынешним ценам стоимость реконструкции. И остальная часть это будет стоить создание таких экспозиций и интерактивных разных вещей на территории. Что касается, скажем, результатов проекта, то напрямую будет создано в городе Филомена 5 рабочих мест, а за счет посещаемости этого объекта будет создано в всем регионе еще 7. То есть мы достигаем создаем как минимум 12 рабочих мест в Филомена и Водовирума, что в целом за счет налогов
наш самофинансируемых именно города Вернер. У меня все. Жду ваших вопросов. Уважаемые коллеги, пожалуйста, да, Гульнара. Антон, скажи, пожалуйста, вот эти все виртуальные реальности, все, что-то описывают, это будет все в помещении или как это будет выглядеть? Потому что деньги такие очень приличные, и мне, например, непонятно, как это будет все на улице, под навесом, под чем это будет. Сам тематический парк планируется на территории музея на улице. И мы сейчас говорим об уличной экспозиции. С музеем мы уже говорили о том, что нужно будет посмотреть в целом само здание и внутренние помещения, возможно, их назначение и экспозиции там тоже изменить. Скорее того, чтобы это было в комплексе работало. Если говорить о тех же виртуальной реальности на улице, то проблем с этим нет. У нас рядом есть пример Тойла 1938, по-моему, где вот прямо на улице предлагается услуга ознакомления с историческим парком и так далее. Вот, поэтому планируется парк на улице. Какие-то вспомогательные постройки, временные там навесы, это может быть. Сейчас мы говорим только вот о благоустройстве территории, а вот план экспозиции мы сейчас только, скажем, набросами предоставим в фонд. Если проект получает финансирование, то мы будем уже сотрудничать и заказывать профессионально, скажем, в этой сфере, разрабатывать объекты, экспозиции уже совместно с фирмами, которые помогают и создают такие объекты для крупных музеев Эстонии. Пожалуйста, Татьяна. Скажите, пожалуйста, а кто вот историческую часть достоверно курирует или, ну не знаю, рассматривает, вот достоверность гарантирует, или цензура какая-то, или как-то как излагает в художественном виде, документальном, и насколько достоверность? Близко к тебе. Да, это или шоу, или что-то действительно, и кто за это будет отвечать? Вы имеете в виду достоверность информации, которая там будет... Да, вот в каких катакомбах кто стоял, сколько было служено, сколько там цифр указано, какие рентгены были. В данной ситуации больше всего знаний готовность у нас обладает, конечно, Славянский музей с своими архивами или... Ну, там закрыто вообще много информации. Вот, ну, естественно, там будет А если информация, это которая такие шоу, уже открыта, открыта, учитывая, что прошло 50 лет, и многие документы уже рассекречены, то есть можно будет тоже записать. Ну, это кто-то отвечает за это? За достоверность. За достоверность, или это антураж? Конкретных у нас сейчас заданий кому-то либо таких не дано, кто отвечает за достоверность информации. Мы сейчас готовим проект создания туристического парка и создания такого туристического объекта, прежде всего, а не такого, скажем так. Ну, выставляете там предмет исторический. Ну, сейчас мы тоже собираем в музее в ДК или в самом музее, там тоже информация очень много опубликована, и за эту информацию отвечает. Коллеги, это в любом случае не нарисованные от руки документы. Это документы, которые берутся из различного рода архивов, из различного рода музеев других. Так что, в принципе, это все равно достоверный на тот момент факт. Так, еще, пожалуйста, вопрос. Можно? Да, Я эту тему дополню тем, что не хочется, чтобы вот история города и все факты, там, начиная с истоков и до сегодняшнего дня, преподносили там в виде клоунады, в виде шоу веселого, знаете, такого, да, как это сейчас модно делать, там, типа дискотеки. Я не думаю, что сейчас делается акцент именно на... Нет, это ладно. Раз еще это не разрабатывается, мы говорим свое мнение о том, что... Можно еще? Да, пожалуйста. Антон, я возвращаюсь опять к своему вопросу. Вот, учитывая наши погодные условия, да, там, предположим, в этом году было много снега, там, или дождей, или очень жарко, и что люди, вот это вот все, надо, мне кажется, подумать о том, что не всегда вот эти, все, что будет построено, будет доступно именно из-за того, что будет или снега выше колена, или будет дождь лить, или еще что-то такое, то есть, ну, разумно как-то, мне кажется, это делать все под крышей, а не просто островки какие-то в открытом пространстве. Но я согласен с тем, что погодные условия не всегда позволяют на улице такие мероприятия и экспозиции осуществлять, но у нас получается в любом случае без сезонности мы здесь не обойдемся. Основной сезон Славянского музея все равно это с апреля по октябрь приблизительно, когда снега еще нет. Поэтому это будет основное, скажем, количество гостей, которые будут приезжать. Зимой же можно проводить различные зимние там мероприятия, это так, экскурсии все равно будут продолжаться, и чуть больше можно будет задействовать помещение самого музея. То есть мы не говорим о том, что это будет доступно круглосуточно, круглый год, конечно, нужно учитывать погодные условия. Спасибо.
Еще, уважаемые коллеги, если замечаний больше нет, тогда возвращаемся к проекту решения. Итак, кто за то, что представит соответствующее ходатайство по проекту создания тематического парка таинственного города с обеспечением своего самофинансирования в 2022 году 100 тысяч евро, в 2023 году 80 тысяч евро и делегировать Синица Калныга, мэра города, представить соответствующее ходатайство и дополнение к нему. Кто за данное решение, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Еще нет. Так, уважаемые, справедливости ради возвращаемся к детальной планировке. Общая детальная планировка. Александр Иванович не потрудился и не поленился, посмотрел. 2002 год 3 фирмы принимало участие в составлении общей детальной планировки. Архуспром, архитектурпроект САВВ и Танмак. Это на всякий случай, чтобы для информации. Спасибо, Александр Иванович. Так, идем далее. Разрешение на признание предложения по господставке успешным и заключение соответствующего договора. Докладчик Алексей Степанов. Пожалуйста, Алексей Александрович, вам слово. Уважаемые депутаты, Госсобрание давало полномочия Бурбрайна, чтобы поставку на реконструкцию ресторана на первый этап организовать. Выделили, что без налога это будет 1 130 000, и на таких условиях мы этот конкурс провели. Получили письменное предложение. Лучшее предложение сделала фирма Биомер-Групп. Их предложение с налогом 1 704 000 с небольшим. Превысили мы предполагаемую стоимость почти на 249 000 евро. И поэтому для заключения договора, для признания успешным данного клиента полномочий права нет. Когда мы эти итоги конкурса получили, посмотрели, насколько это серьезное предложение и за счет чего его можно было бы финансировать, то обратились к нашей инвестиционной программе и к возможности, которую дает постановление о бюджете города, а именно это возможность сделать перестановки внутри инвестиционной программы. И городское управление эту возможность использовало. Мы сделали перестановки, исходя из того, что у нас есть крупные проекты на этот год, которые также требуют самофинансирования. В первую очередь проект по строительству школы Ванолина и проект по реновации уличного освещения в городе. Когда проект бюджета, соответственно, сам бюджет принимался, то доли самофинансирования по этим проектам были предусмотрены запасом. Теперь, когда конкурсы проведены и договоры заключены, мы знаем примерный график работ и объема работ, смогли посчитать это в денежном выражении и увидели, что самофинансирование по этим двум проектам в инвестиционной программе можно скорректировать в сторону уменьшения. И как раз таки это уменьшение позволяет покрыть недостающую часть средств на реновацию улицы Рана. Поэтому такие перестановки были сделаны. Если Татьяна Борисовна сможет продемонстрировать, когда будет реально видно, о чем идет речь. И за счет этих перестановок не потребуется увеличивать кредитную нагрузку города. Поэтому, когда деньги эти были найдены уже внутри принятого бюджета, тогда мы посчитали возможным подготовить такой проект решения и тогда просить полномочий на признание успешным и заключение договора с фирмой Биомер. Напоминаю, что докладчиком по этому вопросу стоит Татьяна Борисовна Иванова. Пожалуйста, решают действительно. Да. Решением городского управления мы внесли изменения в инвестиционную программу. Вот эти два пункта, 8 и 10, о чем говорил Алексей, данного августа с Иваном Рыбноколь. В данном случае здесь обозначены суммы нашей части, участия в этих проектах. Мы уменьшили данного августа на 145 900 и на Ивана Рыбноколь также уменьшили. Немного денег мы положили 240 евро на столовую в гимназии и на ремонт лестницы около культуры 400, а все остальное мы положили на равноценное реконструирование. И если мы смотрим, вот этот 1 704 720, это тот объем, который сегодня у нас по госставке прошел. Здесь еще заложены деньги на экспертизу проекта, мы уже форму принимали в начале года, и на ОМОН и РГБАЛ. То есть на сегодняшний день объем денежных средств обеспечен для
предназначается реконструкция ресторана. Спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. Напоминаю, что в соответствии с решением городского собрания, городское управление имеет право внутри инвестиционных программ по результатам конкурса менять денежные средства, я имею в виду их целеположение. Да, целесообразно. Так, если вопросов нет, уважаемые коллеги, пожалуйста, вместе. Алексей, скажите, пожалуйста, предполагаемый срок реконструкции первого этапа так и остался 15 ноября? Да, это было определено условиями Роспоставки, это собственно. Спасибо. Еще Можно еще да, вопрос? можно Вот те деньги, которые уже забрали из школы, там, Татьяна сейчас перечисляли, а каким образом они потом будут компенсированы на эти объекты, на школу, там, Это будет решаться уже бюджетом. Во-первых, по тяному августу по смысле госпоставки у нас была экономия, то есть там объем денежных средств был меньше, чем мы планировали. И исходя из объема работ этого года, то есть, ну, они же 2 года будут этот проект тяному августу, вот этот год и следующий, мы фирмы, которые победители, вступили в переговоры, мы обозначили примерно объем денежных средств, который необходим будет на этот год. Все остальные деньги уйдут на 22 год. То же самое по Ванелину. можно Да, пожалуйста, сделать? То есть получается, что фактически перестановка цифр идет, суммы все равно будут, что на школу, что все равно будут те же самые, какие есть, просто с оттяжкой. Да. А у ресторана 300 тысяч увеличивается. Да. Все правильно. Да. Так, есть ли еще предложения, замечания, вопросы? Не вижу. Тогда возвращаемся к проекту решения Первомайского городского собрания. Кто за то, чтобы признать успешным конкурс госпоставки по реконструкции ресторана первый этап паевое товарищество Вианер Групп. Результат 1 704 720 евро. И заключить соответствующий договор госпоставки. Да, простите. Прошу голосовать. Кто за данное решение? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все за vastu? Ei ole. Erapoolitud? Kaksi. Решение принято. Так, следующий пункт повестки дня. Это у нас подача ходатайства, проект «Интегрированные услуги попечительства в городе Силане». Докладчики Татьяна Большакова и Светлана Прокофьева. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, до 31 декабря 2021 года есть возможность ходатайствовать по получению средств на услуги по уходу за пожилыми людьми и людьми с особыми потребностями. Цель этих дотаций уменьшить нагрузку по уходу на членов семьи и дать им возможность вернуться на рынок труда. По данным Департамента социального страхования, доля жителей Силане старше 65 лет составляет 35%. И поэтому такие услуги в городе нам развивать и оказывать необходимо. И также это дает нам возможность самофинансирования в размере 15% по условиям проекта. Все, что если доля жителей 65 лет и старше до 30%, там более высокие проценты финансирования, в нашем случае 15% составляет. В случае положительного решения представлять ходатайство будет подведомственное учреждение СЮГИС, и я тогда передам слово Светлане Прокофьевой, руководителю учреждения, она подробнее расскажет о проекте. Пожалуйста, Светлана Александровна, вам слово.
целью услуги поддержать члена семьи, уменьшить его время ухода за взрослым лицом с особыми потребностями. Или поддержать самого человека трудоспособного возраста для того, чтобы он мог повысить свою социальную активность и способность выйти на рынок труда или продолжить деятельность на рынке труда. На основе специальных услуг, предоставляемых учреждением, возможно создание интегрированной услуги поддержки. Основной компонент – это уход на дому, а дополнительные компоненты – это услуги опорного лица, услуги личного помощника, консультирование и создание группы поддержки. Целевая группа – это взрослые жители семьи со средним, тяжелым, глубокими нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата, не нуждающиеся в постороннем и временном уходе и поддержке в повседневной жизни как в домашних условиях, так и вне дома. Получение интегрированной услуги – это необходимо предоставить будет заявление, работа по случаям, дальше идет выяснение необходимости поддержки с помощью инструмента оценки, решение направления на услугу принимает социальная комиссия городского управления. И в рамках проекта услуга для ее получателей бесплатна. Для организации интегрированных социальных услуг необходимо будет набрать следующий персонал. Это работники по уходу, 2 ставки, руководитель проекта и бухгалтер. И для организации подготовки самого внедрения этого проекта планируется начало работы руководителя проекта с 1 сентября 2021 года. А саму услугу интегрированную планируется оказывать с 1 ноября, соответственно, до 31 декабря 2023 года. Дальше в таблицах представлен персональный пул на руководителя проекта, в первые 2 месяца, когда он все организует. Как видите, да, и в дальнейших табличках будет, где сколько это сумма всего, и о финансировании 15%. Здесь в следующей таблице предоставлена информация о необходимых приобретении инвентаря и средств связи, да, допустим, одежда, то есть то, что необходимо для открытия проекта. Эта сумма составляет для города 466 миллионов. Дальше расчет персонала на год. То есть здесь предоставлены работники по уходу, руководитель проекта, бухгалтер и замещение. Всего получается у нас за год 48 тысяч и самофинансирование 7 тысяч. Это, напоминаю, за год. За календарный год. Дальше предоставлена информация также о календарном годе, общие расходы, которые идут на персонал и на хозяйственную деятельность. Всего получается у нас, если финансирование общее 52 тысячи 568, то финансирование населения будет 7885. И дальше в табличке предоставлена общая смета всего проекта, рассчитанная с 1 сентября 2021 года, когда приступит руководитель проекта к работе. И работа завершится 31 декабря 2023 года. Всего это финансирование составит общая сумма 137 635 евро, из которых город должен будет вложить свои 15%, это 17 952, то есть примерно 16%. У вас есть 16%, да? Можно. Да, пожалуйста, Татьяна. А вот это пилотное, у него сроки ограничены. После 31 декабря, что там дальше будет? Вот он распадется или финансирование перейдет не 15% на город, а дальше как-то вот такой вот. В принципе, сейчас мы те же самые услуги оказываем, только оказываем все по отдельности. А здесь мы предлагаем интегрированно, то есть все вместе собрать, и дальше эти услуги все равно будут оказываться, так как уже город все равно их оказывает. То есть мы в любом случае должны были делать. И дальше возможность подачи проекта в следующих, то есть сейчас мы социализируем, дают много, так скажем, денег. Правильно, да. Много проектов организуем. Пожалуйста, Светлана, вот у вас есть табличка зарплаты, да? Верните, пожалуйста, к ней. Вот смотрите, Хольда – это тот человек, который непосредственный муниципалитет общаться. Почему у него такая зарплата 600 евро? Потому что, как мы знаем, у нас сейчас в самом нашем учреждении
зарплата немного меньше. Да, это будет за такую же работу, которую выполняют сейчас наши люди, будет не очень, скажем, красиво, этично ставить зарплату гораздо выше. Ну, ведь этот проект, вы говорили сами, что до 300 тысяч можно, да? А у вас как бы проект на 130 тысяч. Ну, так а почему нет? Почему нет? Может быть, кто-то из ваших работников захочет подрабатывать или еще что-нибудь. Ну нет, все-таки рассчитано на 8 штук, поэтому если подработка невозможно, это будет... Ну, это низкая зарплата очень, потому что тягать этого больного человека, мыть там же, это же вообще, ну это кошмар, на самом деле. Это вопрос, так скажем, для того, чтобы в нашем учреждении поднять вообще заработную плату для тех, кто сейчас работает. Я говорю, что здесь неэтично ставить очень высокую зарплату, потому что работа будет выполняться такая же, как сейчас выполняют работники нашего учреждения. И при этом, если мы увеличим эту часть, да, то увеличится финансирование финансового обслуживания. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы, коллеги. Пожалуйста, Валерий. Социальная комиссия единодушно поддержала подачу этого проекта и считает, что это целесообразно и повысит качество оказанных услуг. Спасибо, Валерий. Есть ли вопросы? Если нет, уважаемые коллеги, возвращаемся к проекту решения. Кто за то, что представить соответствующее ходатайство, интегрированные услуги попечительства в городе Силане, обеспечить долю самофинансирования в городе Силане в 2021 году 2200 евро, в 2022 8000 евро, в 2023 8000 евро, директору учреждения Сюдис Светлане Прокопьевне представить соответствующее ходатайство и подписать соответствующие документы. Кто за данное решение, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Решение. Итак, седьмой пункт повестки дня – это отчет комиссии по городскому хозяйству. Пожалуйста, Александр, вам слово. А может, не надо? Нет, ну как? Надо. Португалия, Лиссабон, Франция, Париж. Это что? Ну, хорошо. Подлежит я списку. Комиссия городского хозяйства работает 8 членов. Вот. За отчетный период было проведено 39 заседаний комиссии. Безусловно, все вопросы, которые за этот период обсуждались на заседании городского собрания и имели как косвенное, так и прямое отношение к профилю компетенции нашей комиссии, предварительно рассматривались на наших заседаниях и по всем вопросам были выработаны наши рекомендации. В компетенцию нашей комиссии в первую очередь входят вопросы поддержания и исправного состояния городской инфраструктуры, в которую входят инженерно-технические сети, а также транспортная и дорожная инфраструктура, объекты городского имущества, проблема отходного хозяйства и экологического состояния городской территории находится также под нашим контролем. Большое внимание комиссия уделяет ежегодному формированию планов дорожных работ и контролю за его выполнением. В принципе, эта работа начинается в марте и заканчивается практически в сентябре месяце. Достаточно плодотворно мы участвуем в ежегодном рассмотрении корректировки плана развития города по профильной деятельности комиссии, направляем в городское управление, как правило, где-то под десяток различных предложений для внесения плана развития и предварительно рассмотрев на заседаниях городского управления. Как никогда за последнее время 4-летний период работы вот нашего депутатского корпуса был связан с подготовкой и реализацией крупных городских проектов, к которым относятся. Я сам удивился, когда решил так немножечко составить список. Вот я вам сейчас зачитаю, просто для интереса я это немного к которым относится второй этап реконструкции улицы Толстого, полная реконструкция улицы Киевск, реконструкция перекрестка Киевск-Павлова, морской променад по Ранна, реконструкция склона улицы Гагарина, реконструкция улицы Невской части Ранна начала, проектирование первый этап реконструкции бульвара Виру, реконструкция улицы Маяковского, реконструкция территории Центра культуры, проектирование снос старого здания строительства новой школы Водолина, строительство сборной дороги, проектирование реконструкции улицы Ранна, проектирование реконструкции улицы Румянцева, проектирование реконструкции улицы Чкалова, строительство парковки второй школы, корректировка проекта реконструкции городского освещения.
Я, наверное, что пропустил, поэтому можно, в принципе, добавить. Гагарина биология. Ну, вот что-то еще можно. В принципе, это за неполные 4 года, и перечень достаточно внушительный. Если посмотреть предыдущие, допустим, периоды, то да, у нас были крупные по инвестициям проекты, вот как вот мы здесь видим, да, и также водный проект там. Вот, но это такие одноплановые работы, то здесь, в принципе, достаточно многоуровневые, многоплановые, разноплановые работы, и все эти проекты обсуждались на комиссиях. Конечно, практически все эти проекты соприкасаются также с работой и рассматривались в комиссии по развитию, и мы не собираемся тянуть одеяло лидера этого грандиозного списка инвестиционных работ, но мы тоже где-то были рядом. Хотелось бы отметить, что некоторые... Ну, это еще пока совсем нету, но это действительно будет. Хотелось бы отметить, что некоторые проекты неоднократно рассматривались на комиссии, поскольку предлагаемое решение не всегда и не в полной мере находили одобрение членов комиссии. В качестве примера можно привести, ну, небезызвестный, да, и долгоиграющий достаточно, практически 4 года, вот сейчас будет реализован, а начинался он еще обсуждаться, по-моему, в конце 2017 года. Это реконструкция перекрестка Кеш-Павлов. То есть, ну, я попробовал прикинуть, по-моему, 4 было различных решения по этому. Ну и, конечно, итоги, вот то, что сейчас проект реализуется, вот к этому пришли, перебрав достаточно большое количество всевозможных вариантов. Это говорит о том, что не только были представлены для рассмотрения, значит, руки подняли, посмотрели, поговорили и приняли. То есть, в принципе, многие вот такие инвестиционные проекты, они все-таки проходили достаточно, ну, по крайней мере, неповерхностное обсуждение, и по ним принимались решения и давались рекомендации нашей комиссии и комиссии по развитию, потому что действительно мы работаем по этим всем проектам. Без финансовой комиссии куда бы? Финансировать. Что такое финансовая комиссия? Не отвлекайтесь, коллеги. Да, давайте что еще отличает работу нашей комиссии, так это трепетное отношение к рассмотрению вопросов финансирования сектора городского хозяйства при формировании и утверждении планового и дополнительных бюджетов города. Лицемер не доставать. Как патриоты своего направления мы бьемся на каждый цент, направляемый на поддержание инфраструктуры городского хозяйства. Хорошим решением по муниципальному жилью стала программа реализации ранее неприватизированного муниципального жилого фонда и опционная продажа свободного муниципального жилья, чему, в принципе, ранее призывала комиссия. Сам Духанин не даст давать. Не дам. Много времени уделили обсуждению перспективного оформления системы обращения с отходами в городе. И на сегодняшний день выбранная тактика обращения с отходами имеет компромиссный, безусловно, характер, но все же отвечает в наибольшей степени ожиданий жителей города. На мой взгляд, это мое личное мнение, переход к реальной, а не мнимой сортировке отходов в нашей стране и в нашем городе не за горами, поэтому впереди нас ждут непростые времена, и к этому уже надо сейчас готовить город и наших горожан. Постоянное обращение к теме чистоты и уборки в местах установки мусорных контейнеров привело к положительным моментам для организации работы городского домика, отходов в частности, установки камер наблюдения и контроля со стороны городского управления. Осталось лишь подобрать график вывоза картонной и стеклянной упаковки, чтобы не было накопления на выходных и на праздниках именно вот этого, этих отходов. К счастью, практически со смешанными бытовыми отходами проблему их накопления и вываливания из контейнеров в той или иной степени все-таки решили, или, по крайней мере, слегка справили. С точки зрения экологической обстановки в городе, то существенный риск в большей степени сейчас исходит
от перспектив строительства завода «Масел» в восточном направлении, чем от нашей промзоны. В случае положительного решения о строительстве развиватель гарантировал установку станции мониторинга воздуха на восточной границе города, это радует. Значит, относительно двух уже работающих станций на западной границе города, на границе промзоны, снижение, в общем-то, производительности промзоны, стабильная перевалка грузов на терминалах и ряд санкционных мер со стороны Европейского Союза, в принципе, благоприятно для кого-то нет, сказались на общей картине состояния воздуха и достаточно грубых и продолжительных нарушений предельных концентраций за последние годы по данным станции мониторинга наша комиссия не видит. Да, редкие бывают, но такие уж совершенно грубые, явно, практически мы за 4 года последних, за 2 года последних не наблюдаем. Значит, ну вот из незавершенного можно отметить несколько моментов, которые мы не смогли реализовать, но обсуждали и подходили, возможно, к рассмотрению этих вопросов. Это вот, не закончили мы, к сожалению, реконструкцию спуска на улице Павлова для колясочников. Вот. Не установили совместную программу ремонта внутридомовых и квартальных дорог городского управления совместно с квартирными товариществами. В принципе, туго обстоит дело в городе с организацией парковок. Вот, тут, скорее всего, зависит и как от самих наших жителей, которые не являются, не имеют своих лошадей. Вот, есть, ну и, соответственно, как-то, вот, наверное, вяло рекламируем участие и, наверное, недостаточно компенсируем затраты квартирных товариществ на организацию парковок. Парковки — это, в принципе, отсутствие хорошей парковки, бич многих наших домов и районов. И, к сожалению, не выработали мы концепцию помощи малоквартирным домам по реновации своих домов, но это касается домов сталинской эпохи. В завершение своего выступления хочу поблагодарить всех членов комиссии. Ее костяк уже работает 12 лет практически. Осенью будет 12 лет, как мы работаем в этом составе. Значит, за плодотворную и неформальную работу и призываю их не жалеть этого времени, которое они потратили на обсуждение городских проблем и вопросов. Спасибо за внимание. Итак, уважаемые коллеги, спасибо, Александр, за доклад. Есть ли желающие спросить? Длинная пауза. Если вопросов больше нет, уважаемые коллеги, принимаем информацию к сведению. Спасибо. Итак, следующий пункт повестки дня — это у нас определение численности членов городского собрания, определение количества избирательных округов, единой нумерации, а также определение числа мандатов. Докладчиком стоит у нас Андрей Геннадьевич Ионов, но поскольку он находится у нас вне нашего здания, его заместитель в данной ситуации Денис Владимирович, пожалуйста, вам слово. Спасибо, что позвали. Как вы все знаете, 17 октября проходит следующие выборы собрания местных самоуправлений. Мероприятие довольно серьезное, требует подготовки соответствующей. В частности, принятие необходимых правовых актов со стороны действующего городского собрания. Законом о выборах собрания местных самоуправлений определено, что не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, то есть в данном случае не позднее 19 июля, действующее городское собрание определяет на основании данных регистра народного населения по состоянию на 1 июня количество членов городского собрания, а также количество избирательных округов, их нумерацию и границы, в том числе распределяет мандаты по количеству избирателей. В представленном вам проекте в пункте 1 определено количество членов следующего городского собрания 21. Данное число исходит из положения статьи 7 закона о выборах собрания местных самоуправлений, согласно которым в местном самоуправлении с населением от 10 тысяч до 30 тысяч человек должно быть не менее 21 депутата. Посмотрел я данные, на 1 июня у нас жителей зарегистрировано было 12 328, из них избирателей 10 430. Традиционно на территории города Соломья образуется один избирательный округ, номер 1, границей которого является административная территория города.
это примерно 2 проекта решения. Поскольку избирательный округ один, то все 21 мандата мы указаны в пункте 3 избирательного округа номер 1. И после принятия данного проекта городская канцелярия организует необходимые публикации в своем профильном. Так, уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы. Итак, уважаемые коллеги, меньше чем 21 уже не может, исходя из закона. Тогда, уважаемые, мне кажется, голосование чисто формально. Больше? Больше может 150. Больше сначала зал надо реконструировать. Да, я так думаю, у вас не поменьше. Безработных столько. Так, есть ли другие предложения, когда я ставлю вопрос несколько иначе? Есть предложение согласиться с предложенным проектом. Тогда есть предложение данный проект вынести на голосование. Кто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 21 человек. Решение принято. Следующий Денис Андреевич. Следующий правовой акт, который необходимо принять тоже на 19 июля, стороны действующего городского собрания, это назначить членов городской избирательной комиссии. Законом о выборах в собрание местного самоуправления определено, что председателем городской избирательной комиссии является городской секретарь, который и делает городскому собранию предложение о назначении минимум 2 членов комиссии, включая себя, и 2 замещающих членов комиссии. Исходя из вышеизложенного, а также предложение городского секретаря Андрея Иванова 15 июня, предлагается назначить членами городской избирательной комиссии действующих членов комиссии со всех групп Надежда Шанева, Ирина Окс и Ирина Ульянова. И также Андрей Иванов. Также назначить 2 замещающих членов комиссии, это Марина Быкова и Ксения Великовская. Городская канцелярия также Уважаемые коллеги, на статистике информирую, что представление соответствующий городской секретарь на мое имя сделал. Демонстрирую подпись секретарная. Пожалуйста, вопросы докладчику. Если вопросов и замечаний нет, ставлю на голосование утверждение. Итак, кто за? Прошу. Решение принято. Итак, уважаемые коллеги, прошу вас планировать следующее заседание городского собрания 31 августа в июле месяце в соответствии с уставом городского города Силами. У нас обычно заседания не проводятся, если это не считать экстренных каких-либо случаев. Кроме этого, я, наверное, должна была начать с этого несколько ранее. Я вас всех, нас всех поздравляю с днем рождения нашего славного города. Сегодня ему 64 года. И поэтому, уважаемые, сегодня в 7 часов под лестницей на Морском бульваре поет Анна Лески. Это подарок нашей покоя города Силами. Кроме этого, 2-3 числа различного рода мероприятия, которые готовят и наши национальные общества, и наши подведомственные учреждения. Поэтому, пожалуйста, смотрите за рекламой. Кроме этого, всех вас приглашают 2 числа на концерт «Акус». 6 часов, а это пятница. Зал Дома культуры. Это очень хорошая группа, Сиджем называется. Это виолончели. 4 молодых человека. Поверьте мне, когда они играют клин на виолончели, они уже были. Да. Это очень качественный ансамбль, поэтому всех приглашаю, пожалуйста, приходите. Кроме этого, всех вас приглашают 3 числа, это в субботу, на завтрак, на наше квартохранилище. Это тоже традиция. Поэтому все вы получили письменные приглашения. Дайте ответ, кто будет, кто не будет. Пожалуйста. Это очень важно. Еще раз, уважаемые, всех нас я поздравляю с днем рождения нашего